Всех гостей мероприятия, учащиеся и преподаватели лицея встречали народными танцами, угощая хлебом-солью. В фойе учебного заведения проходили мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол и покраске пасхальных яиц. Чтобы дети увидели и вспомнили, чем занимались наши предки, наши традиции, занятия наших предков. Новый мастер-класс в связи с предстоящими пасхальными праздниками. В каждом доме красят яйца, украшают яйца. У нас был один мастер-класс с яйцами. Организаторы внеклассного мероприятия отметили, что все ребята с удовольствием приняли участие в подготовке праздничной программы. Они предлагали различные номера, отметила преподаватель гагаузского языка Екатерина Драгнева. Дети с большой охотой присоединились. Мы организовали мастер-классы, где дети самостоятельно принимали участие, готовились, приносили необходимые все материалы, то, что нужно для данного мастер-класса. В мероприятии приняли участие ребята с 1 по 11 классы. Они подготовили творческие номера, наполненные любовью к родному языку. Дети читали стихи о его важности для народа, исполняли песни и национальные танцы. Аплодисментами встретили участники праздника известного певца Виталия Манжела. Он призвал детей гордиться своим родным языком, чаще говорить на гагаузском дома, с друзьями и в школе. Дал ребятам совет любить и не забывать свой родной язык. Хочу сказать одно. Больше говорите на гагаузском языке с вашими бабушками и дедушками. И он войдет в ваше сердце и душу, и вы почувствуете, что это ваш родной язык. Важно сохранять и передавать родной язык следующим поколениям, воспитывая уважение к своим истокам и национальной культуре, отметила руководитель научно-исследовательского центра Гагаузии Ирина Константинова. Это очень важно, когда наши дети на всех мероприятиях говорят на гагаузском языке. Неважно, это стихотворение, это песня, это танец, это культура. То есть это та ценность, которая у нас есть, которую мы должны сохранять, продвигать и максимально промовировать среди нашего молодого поколения. Я хочу сказать огромное спасибо всем педагогам, которые вкладывают душу, все свои старания, возможности для того, чтобы наши дети учили гагаузский язык. Очень большая подготовка, очень на высоком уровне прошло это мероприятие, которое обнадеживает, вселяет уверенность в том, что мы идем правильным путем. И, конечно же, такие праздники нужны, потому что дети приучаются любить и язык, и свою культуру, и свои традиции. И дети сегодня это показали, а также была видна работа взрослых, которые и большую подготовку имели к этому мероприятию. Главное управление образования Гагаузии утвердило план мероприятий, посвященных празднованию Дня гагаузской письменности Анади Лимис. С 1 по 30 апреля в образовательных учреждениях автономии проходят тематические мероприятия, направленные на популяризацию родного языка и культуры.